Жирашима схатырску телехопштра, а у сураяцна туйтапсу телехопшра пресс-центр. В 2 минут курзишьяшу эфира чхагу папсу телехопшра хасайтача. Хатырску с коллегача обдела шабит и хэпе пресс-конференция Артуа дефисер стахоп хаса, собственно, экономика, а министр Адгура Мираны по Ардзенба. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. Открывая пресс-конференцию, хочу представить вам нашего гостя, министр экономики Республики Абхазия Адгур Амиранович Ардзенба. Сегодня мы поговорим об итогах поездки министра в Республику Татарстан, которая состоялась в рамках правительственной программы инвестиций в человеческий капитал 2017, а также министр подведет предварительные итоги работы Минэкономики за текущий год, а если быть более точными, то за 9 месяцев. Адгур Амиранович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, наверное, начнем с подведения итогов вашей поездки в Республику Татарстан. Расскажите, пожалуйста, каковы основные цели этой поездки и какие договоренности были достигнуты вами? Ну, в целом по Республике Татарстан вы знаете, что у нас есть давние связи, многолетние связи. Республика Татарстан — это первый регион Российской Федерации, который после окончания войны подписал с нами соглашение о взаимодействии, и вопреки федеральному, федеральной линии Российской Федерации на тот момент, они пошли на этот шаг. И эти связи поддерживаются уже много лет. Вы знаете, что наш президент не так давно посещал эту республику, был ответный визит их президента, соответственно, и профильные министры. И в целом у нас, если говорить о профильных министерствах, то с Министерством экономики Республики Татарстан у нас очень такие плотные связи. На данный момент реализуется программа, правительственная программа инвестиций в человеческий капитал 2017. Суть этой программы в том, чтобы наши представители органов государственной власти, как местной, так и республиканской, могли, в экономической сфере, те, кто работает в экономической сфере, могли посетить наиболее успешные регионы за пределами Республики Абхазия для того, чтобы перенять тот опыт успешной работы, который имеется там. Это наглядная демонстрация того, что уже сделано, как это делается, все механизмы и так далее. В этом контексте первый этап программы был, конечно, направлен на Татарстан, потому что Татарстан по праву является сегодня лидером среди регионов Российской Федерации по многим ключевым показателям. В первую очередь, Татарстан уже третий год подряд является победителем номинации «Лучший регион России по инвестиционному климату». Также Татарстан является лидером по многим другим направлениям. Там один из первых регионов России, где был введен механизм электронного правительства и так далее, и так далее, и так далее. Просто сейчас глубоко не хочу уходить, вы это и знаете. И в первую очередь мы направили туда группу, первый этап реализации программы, мы направили туда группу, в которую входили представители Министерства финансов, Министерства экономики и органов местной власти. Они в рамках поездки имели возможность познакомиться с работой Министерства экономики, Министерства финансов, Агентства инвестиционного развития, посетили особую экономическую зону Алабуга, посетили инновационный город Иннополис, город Набережные Челны и так далее. То есть это очень такая продуктивная, интересная, деловая была поездка. В целом вот. Спасибо большое за ответ. Дорогие коллеги, есть вопросы? Планировалось, что Татарстан будет участвовать в возобновлении работы молочного завода. Это реализован этот проект? На сегодняшний день в части молочного завода участие Республики Татарстан заключалось в том, что они нам оказывали консультационные услуги. У них есть очень успешная компания, называется «Просто молоко». И специалисты этой компании, вы знаете, в рамках визита президента Татарской Республики, руководитель этого предприятия приезжал сюда, ему были даны поручения, соответственно, в рамках этих поручений они оказывали нам поддержку в виде консультаций и так далее. Вот в этом плане они нам, конечно, помогли. Да. Коллеги, вопрос? Можно? Да, конечно. Меня интересует вопрос реформа налоговой системы.
В одном из интервью вы говорили о том, что в конце августа презентуете эту концепцию. Скажите, какая работа была проделана, какие проекты законов были разработаны? Спасибо. Совершенно верно. Значит, что касается концепции налоговой реформы, данная концепция была разработана в соответствии с поручением президента от 25 мая. Значит, данная концепция уже готова. 31 июля мы эту концепцию согласовали со всеми профильными ведомствами, направили в администрацию президента. Сейчас данная концепция находится на рассмотрении. Я думаю, что как только завершатся эти процедуры, по ней уже будут приняты соответствующие решения. Если в двух словах описывать набор идей, которые есть в этой концепции, я думаю, что мы ее скоро и обнародуем, там секретов нет. Общие, если такой в одно предложение сводить, все согласились с тем, что действующая система налогов, законодательства, механизмов, инструментов, вообще налогового механизма, она никого не устраивает, ни бизнес, ни государство. То есть она серьезно отстает от той действительности, которая сегодня уже сложилась, и тем более уже то, что нам предстоит в перспективе сделать. Это вот такой ключевой момент. Этот ключевой момент нас уже привел к мысли о том, что нужно полностью менять всю систему. Заключается это в том, что в первую очередь необходимо, там все это заложено, попунктно, кто за что должен отвечать, какие сроки, все это есть. Я просто так в общих чертах характеризую. Значит, первое и самое главное, это два направления. С одной стороны, это законодательная база, современная, прогрессивная. С другой стороны, очень большой упор в этой концепции, и в перспективе мы должны сделать на квалификацию самих сотрудников, на мотивацию самих сотрудников. Никакие законы, никакие инструкции работать никогда не будут, когда соответствующие специалисты среднего звена, низкого звена, высокого звена, они недостаточно мотивированы и недостаточно квалифицированы. Это очень большой тоже упор на это делается. Если говорить о самих налогах, которые, значит, в той системе, в которой мы сейчас находимся, и то, что мы предлагаем. Мы предлагаем два варианта. Это наше, опять же, концептуальное видение Министерства экономики. Это не говорит о том, что это так и будет. В перспективе, в работе уже конкретно над прикладными вещами может измениться. Но в целом два варианта. Мы предлагаем, значит, текущий общий режим, то бишь налог на прибыль, НДС, налог на доходы и так далее, оставить для верхнего уровня бизнеса, то есть крупных компаний, средних и крупных. Значит, между средними и малыми компаниями ввести, значит, налог с оборота, так называемый, упрощенная система налогообложения. Речь идет о том, что будет фиксированная ставка, адвалорная ставка в процентах от оборота. Это будет единый налог, больше налогов никаких предприниматель оплачивать не будет, за исключением налогов на доходы физических лиц. Но это отдельная история. Значит, и самый низкий уровень — это патентная система. То есть патентная система, по нашему видению, будет распространяться на тех предпринимателей, которые работают в малом бизнесе без привлечения рабочей силы. Ну, фотограф, там, электрик, таксист, водитель. То есть это вмененный разовый платеж полгода или год. То есть если это мы говорим о водителях такси или транспорта, это как и в Европе, и везде клеится на лобовое стекло, и нет никакой необходимости. Более того, это можно привязать к лицензионным требованиям и так далее, чтобы это был один документ. Вот в целом у нас этот первый вариант такой. Второй вариант более смелый, более, скажем так, он, на наш взгляд, более прогрессивный. Это сделать два уровня налогообложения. Сделать полностью на всю экономику один налог с оборота, а для малого бизнеса оставить патент. То есть это вот такие два варианта, которые мы предлагаем, если в двух чертах. Там много деталей. Если говорить об отчислениях во внебюджетные фонды, которые сегодня существуют, более 20%, мы считаем, что все эти отчисления необходимо объединить в один единый налог. Есть идеи у Министерства финансов сделать новый единый социальный налог, так называемый. У нас немножко другое видение. Мы считаем, что
этот налог можно просто, изменив закон о налогах по доходам физических лиц, туда добавить эти проценты, и просто будет один налог. То есть двух законов не надо будет, один надо будет переделать. В целом, большая работа нам предстоит. По этапам этой работы мы рассчитываем в течение 5 лет завершить всю налоговую реформу. Значит, 3 этапа. Первый — это предварительный этап, этап внедрения и внедренческий этап. Очень важно, первый этап, там очень, кстати, информационная часть широко расписана, вы потом увидите. И, значит, группу экспертов необходимо будет привлекать. Это такая очень серьезная работа. Почему 5 лет? Некоторые говорят, что там законы можно и за 2 месяца написать. Я не спорю, но мы говорим о внедрении полностью новой системы. Это переквалификация сотрудников, как я уже говорил. То есть это очень серьезная масштабная работа. Рассчитываем, если мы начнем реализовывать эту программу, что немаловажно, завершить все этапы реформы в рамках созыва одного парламента. То есть это тоже очень важно. Почему я об этом говорю? Потому что там много законодательных актов, которые надо будет менять. То есть депутаты парламента в рамках одного созыва смогут все это с нами пройти. То есть это очень такое тесное взаимодействие двух ветвей власти необходимо будет. Ну, в целом, вот там очень долго рассказывать. Я думаю, отдельно этой теме мы посвятим, наверное, потом встречу. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Да, Виталий. В свое время было много информации об открытии предстоящем завода по расфасовке меда в Ичанчирском районе, лаборатории. Потом там какие-то технические неувязки возникли. Как сейчас обстоят там дела? И еще один вопрос. Какие производства в Абхазии, возникшие за последние годы, вы считаете успешными? Спасибо. Значит, что касается производства и фасовки меда, данный проект реализуется в рамках программы Министерства сельского хозяйства. Я думаю, что они более детально ответят на этот вопрос. Из того, что я видел, посещая этот объект в рамках визита президента нашей страны в Ачимчирский район, мы сопровождали его. Предприятие готово, линия стоит, тара есть, то есть все готово. Я, честно говоря, боюсь вас обмануть, я не знаю, сейчас оно уже работает или нет, но когда мы были там, по визуальному осмотру и тому, что говорили там на месте специалисты, предприятие должно было вот-вот заработать. То есть, насколько я понимаю, там проблем никаких нет. Но это более детально вам ответит Министерство сельского хозяйства. Из тех предприятий, которые вновь открылись, можно сказать, вновь были созданы, я считаю наиболее перспективные, конечно, в первую очередь, экспортоориентированные предприятия. Потому что локальный рынок нашей страны, он небольшой в силу территории и количества населения. И те предприятия, которые ориентируются на экспорт, в том числе, они имеют наибольшую перспективу. Ну, из таких предприятий, о которых можно говорить уже сегодня, это предприятия по переработке фруктов и овощей в Ачимчирском районе. Вы знаете, что это предприятие было запущено в ноябре прошлого года, и этот проект реализуется в рамках поддержки со стороны Российской Федерации, кредитования среднего и крупного бизнеса. На сегодняшний это предприятие уже производит успешно свою продукцию. Более того, не только там фрукты, они сейчас уже делают и соусы из томатов, и уже подписан, может быть, уже сегодня подписан или на стадии подписания у этого предприятия контракт с дистрибьютором на российском рынке Мистраль Трейдинг, наш соотечественник Беслан Агарба, как бы включился в этот процесс, помогает. Я думаю, что уже на внутреннем рынке эта продукция продается, вы, наверное, имели возможность попробовать. Вот это одно из таких предприятий. Второе предприятие, вы знаете, что молочный завод начал работать. Это тоже очень перспективное направление, так как внутренний рынок Республики Абхазия по молочной продукции составляет более полмиллиарда в год, более 500 миллионов в год. И это предприятие в первую очередь будет работать на замещение импорта. Это первый этап. Там на сегодняшний день
производится несколько видов продукции. Годовой оборот, который на сегодняшний день планируется пока, это больше 50 миллионов рублей, там, до 400 тонн продукции. Но это только первый этап. Сейчас новые линии будут запускаться. Это молоко, творог, значит, кефир. И в перспективе, уже когда предприятие немножко как бы окрепнет, есть планы выходить на экспорт с производством сыра, абхазского сыра. То есть абхазский сыр — это экспортный товар. В целом, если остановиться на этом предприятии, хочу вам сказать, что это такой очень показательный момент, потому что это предприятие было реконструировано в 2013 году. Вы знаете, более 100 миллионов, в районе 118 миллионов рублей туда было направлено из средств финансовой помощи Российской Федерации. Ежегодно Счетная палата Российской Федерации проводила контрольные мероприятия здесь, в Абхазии, вы знаете, и ежегодно в своих отчетах по этому предприятию писала, что средства были потрачены неэффективно. Неэффективно, потому что предприятие не работало. Оно работало буквально 3 месяца и закрылось, вы об этом знаете. Потом, значит, это подведомственное Министерству экономики предприятие, появлялось много разных потенциальных инвесторов, но когда мы вели переговоры, их позиция заключалась в том, что, скажу вам откровенно, завод и так не работает, он у вас там уже как бы ржавеет, ну, отдайте его нам там за какие-то условные деньги. На что мы, конечно, пойти не могли. И было принято решение, президент поддержал, и премьер-министр поддержал, направлены дополнительные средства, сейчас завод работает. То есть вот этот тезис о том, что государство не может быть эффективным собственником, мы немножко уже его размыли. Ну и другие много предприятий, о которых я хочу сказать. Там и по пивзаводу, вы знаете, реинновация происходит. Пивзавод выходит, наш Сухумский пивзавод, на экспорт. Это тоже очень значимо. Шикарное предприятие, мы не так давно посещали. То есть много предприятий, то есть тут так сразу всех не пишешь. Спасибо большое. Завод еще в прошлом году в феврале планировал первую партию своей продукции на российский рынок направить. А как не удалось в прошлом году? Сейчас, Ну, когда это они направляли, но им, смотрите, какая ситуация. Что касается российского рынка, он уже сформирован. То есть если в 90-е годы он формировался, сейчас он сформирован. И уже есть определенные стандарты качества, есть сетевые группы, рынок уже как бы сформирован. И там есть определенные правила игры. Если ты хочешь выходить на этот рынок, то ты должен соответствовать этим правилам. Соответственно, у тебя должны быть качество, объемы, гарантия поставки. Оборудование пивзавода на тот момент не совсем соответствовало, я не говорю о качестве, я говорю о возможностях работы. И пивзавод обратился в Министерство экономики за тем, чтобы в соответствии с законом об инвестиционной деятельности им были предоставлены льготы. И мы им как бы комиссионно, выехав, посмотрев оборудование, эти льготы предоставили. 50% налога на прибыль и на имущество они не будут платить в течение 4 лет. И что позволило им направить эти деньги на новое оборудование. Вот в целом вот так. Спасибо, коллеги. Уточняющий вопрос: сколько рабочих мест было создано вот на новых предприятиях, которые были запущены? Ну, если в совокупности, Анаит говорит, то по программе кредитования среднего и крупного бизнеса это более 150 рабочих мест мы рассчитываем. Отдельно, если говорить по молочному заводу, это более 20 рабочих мест. Значит, в целом вот так. Это в рамках государственных каких-то взаимоотношений. Там, где мед будут производить, там тоже новые рабочие места, тоже несколько единиц. То есть, что очень важно, вот вы правильно вопрос задали, я хотел бы обратить ваше внимание. Очень много мы слышим разного рода высказывания разных политических деятелей о том, что количество рабочих мест сократилось, там, вот объемы финансирования со стороны Российской Федерации и так далее, и так далее. Безработица, строительные компании закрывались. Вы понимаете, вы грамотные люди, вы прекрасно понимаете, что касается рабочих мест в строительном секторе.
Если строительство происходит по естественным, да, экономическим соображениям, то есть экономика растет и строительство, это одна история. Но когда финансовая помощь оказывается извне, и те строительные работы, которые производятся, и рабочие места, они временный характер носят. Что касается производства, что касается реального сектора, они уже привязаны к основным секторам нашей экономики. Понимаете? То есть в этом направлении эти рабочие места для нас более ценны. Дорогие коллеги, есть вопросы? Да. Артур Миранович, мы знаем про успешную реализацию вот этого вот проекта по кредитованию среднего и крупного бизнеса. Вот на последней встрече с Владимиром Путиным наш президент предложил продолжить эту вот программу, поскольку эти 1,2 миллиарда успешно, они как-то на разные проекты направлены. О какой сумме идет речь и ведутся ли переговоры по этой теме? В 2015 году, 14 апреля, между Министерством экономики и инвестиционным агентством «Город Москва» был подписан регламент взаимодействия. Вы о нем знаете. Алексей Шаманаев и я подписали этот документ, в рамках которого вот эта сумма 1,2 миллиарда рублей через 3 российских банка инвестиционное агентство была предоставлена нашим предпринимателям. Как вы правильно сказали, этот ресурс на сегодняшний день практически исчерпан. Предприятия некоторые уже запущены, некоторые в конечной фазе, некоторые в первой фазе, вы о них всех знаете, да? Значит, это и Ачимчирский район, и Сухум, и Гагарский район, Гурипский район, то есть тут практически все районы охвачены. Но на тот момент, когда этот документ подписывался в 2015 году, ставка рефинансирования, ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации была на уровне 14%. То есть предоставлялся Абхазии на льготных условиях по 10%. Соответственно, за это время уровень инфляции в Российской Федерации существенно сократился. Более того, до рекордных низких позиций сократился, что в новейшей истории России никогда не было. Это очень положительный элемент. Вместе с инфляцией стала сокращаться и ключевая ставка. На сегодняшний день она составляет в районе 9%. Соответственно, мы, когда формировали предложение по увеличению суммы кредитования, мы заложили объем в 3 миллиарда рублей по ставке 6% годовых. То есть 6% годовых, а не 10%, в сегодняшней ситуации сохраняется этот льготный режим для Абхазии. То есть вот в целом 3 миллиарда под 6% годовых была озвучена сумма. Есть соответствующее письмо от нашего президента Рауля Джунковича к Владимиру Владимировичу. Насколько я понимаю, есть положительное отношение к этому вопросу, понимание того, что республике необходимы деньги. Вопрос формализации этого процесса может затянуться какое-то время. Я думаю, что во всяком случае будет все положительно решено. В части реализации тех проектов, которые уже есть, конечно, есть шероховатости, безусловно. Там есть по некоторым проектам какие-то отставания от графиков и так далее, и так далее. Но мы эти вопросы оперативно решаем. Премьер-министр, не так давно проводил совещание по этому поводу, очень оперативно занимаемся этими вопросами. Скажем так, я не хочу на кого-то наговаривать, но сравнительно мы в этой программе, эта программа не только в Абхазии работает, на высоком уровне показали результат. Выплата кредита происходит Да. установленные сроки, Да. без проблем. И там возник вопрос в части налога на прибыль, вы знаете, но это мы, наверное, потом поговорим. Адгур Амирович, на заседании Кабинета министров Министерством экономики был представлен проект постановления о мерах по развитию энергетической отрасли, также улучшению показателей собираемости платежей и так далее. Скажите, пожалуйста, каковы подвижки в этом направлении, есть ли они? Данный проект был инициирован Министерством экономики по одной простой причине. Значит, вы знаете, что Черноморэнерго это подведомственное Министерству экономики РУП. Значит, проблемы этого РУПа это не проблема отдельно взятого хозяйствующего субъекта, это проблемы энергетики в целом. Понимая то, что в
первую очередь у нас стоит острый вопрос нерационального использования электроэнергии и, скажем так, больших задолженностей и неплатежей со стороны населения и юридических лиц. В этом контексте впервые мы попытались систематизировать работу местных органов власти в этом ключе. То есть на сегодняшний день действует Республиканская энергетическая комиссия, вы знаете. Беслан Федорович Эшба возглавляет, вице-премьер. Министерство экономики тоже входит в эту комиссию. Но это же межведомственная комиссия на республиканском уровне. И те проблемы, которые возникают, в первую очередь, вот и неоплата и так далее, они возникают на местах, в районах, правильно? Поэтому для того, чтобы приобщить и систематизировать работу местных органов власти, не только администрации, и представителей МВД на местах, представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям на местах, мы решили создать на местах, в районах местные энергетические комиссии, которые будут осуществлять содействие работы Республиканской энергетической комиссии. На сегодняшний день мы буквально вчера разослали письма, ждем от местных органов власти информации о создании этих комиссий. Они до 15 сентября должны были сформировать эти комиссии. Сейчас ждем ответы. Думаю, что как только комиссии будут сформированы, мы уже соберем их всех, общее собрание проведем. Но это уже руководитель энергетической комиссии будет собирать. И дальше начнем работать. Мы рассчитываем, что это даст очень хороший положительный эффект. В чем суть? В том, что на сегодняшний день ни глава района, ни другие органы прямо не отвечают за состояние энергетики в районе. То есть отвечает Черноморэнерго. То есть нигде это не прописано. Конечно, главы администрации понимают значимость энергетики, и они содействуют. Но чтобы вот это носило не хаотичный, а унифицированный порядок, мы это постановление примем. Спасибо. Коллеги, вопросы? Да, конечно. На одном из заседаний Кабинета министров вы представляли проект по строительству радонового источника в городе Ткварчал. Наши читатели нашей газеты очень заинтересовал этот вопрос, но мы нигде не можем найти никакую информацию. Строится, не строится. Какое положение с этим проектом? Ну, насколько я знаю, на сегодняшний день строительные работы идут. Ну, что касается радоновых источников, это очень старые источники, которые уже очень давно пользуются, еще советских времен, популярностью, носят лечебный эффект. Ну, это предприниматели Ткварчалского района обратились в соответствии с действующими нормативными актами. Министерство экономики выносит этот проект постановления о выдаче разрешений. Ну, я думаю, что туда на место можно просто поехать и посмотреть. Это же не секрет, где это находится, и увидеть, что там происходит. Во всяком случае, я думаю, что это городу Ткварчал и Ткварчалскому району будет, ну, будет реализован этот надеемся, что будет реализовано. Будет еще каким-то небольшим подспорьем. Тяжелое состояние района, вы знаете. Я хотела бы отметить, что на нашем телеканале был репортаж, посвященный этому источнику. Там строительные работы ведутся. Вы можете ознакомиться с ним. Коллеги, да, конечно, есть. Вот продолжение по Ткварчалу. Был еще когда-то разговор о возможности производства цемента на базе доломита, но выступили, общественность была резко против. По поводу производства цемента, из того, что я знаю, есть ряд идей и проектов по реализации на основе местного доломита. Но дело в том, что производство цемента – это производство связано с высокими температурами. То есть, а высокие температуры нужно соответствующее топливо, газ, которого у нас нет. На электроэнергии это делать, но на сегодняшний день я не знаком с такими технологиями, хотя говорят, есть такие технологии, но я с ними не знаком, чтобы, используя электроэнергию, можно было доводить температуру до соответствующего уровня и производить. Поэтому пока те, кто против этого проекта, могут не волноваться.
Ну и, Так что конечно, не коротко волнуйся. хотелось бы поговорить о вашей поездке, которая состоялась в августе месяце вот в Сирию, о вашей встрече с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики. Итоги коротко могли бы подвести, насколько важная поездка была для нас? Ну, в целом, конечно, это, безусловно, важная поездка, потому что это и политический характер, в первую очередь. Мы, как независимое государство, были представлены на международные выставки в Дамаске. Наш флаг развивался среди флагов других стран. Значит, усилиями торгово-промышленной палаты была организована выставка наших производителей. Кстати, очень большой популярностью пользовалась, много желающих было посетить. Но я посетил Сирийскую республику по приглашению министра экономики и внешней торговли Сирийской республики. У нас была встреча с ним, у нас была также встреча с премьер-министром. Значит, в силу того, что Сирийская Арабская Республика сегодня находится под санкциями, и учитывая наш с вами опыт, мы, кстати, об этом там тоже говорили о том, что пока идет война, но как только она закончится, безусловно, я думаю, что правительственные войска смогут одолеть все то, что там происходит. Санкции в экономическом плане будут только усиливаться. На сегодняшний день Сирия отключена от платежных систем, там не работают кредитные карты и так далее. И что интересно для нас в плане взаимодействия? Во-первых, расстояние очень небольшое. Здесь морским путем 1400 морских миль. Это с учетом Босфорского пролива не больше 5 дней плыть. То есть это очень близко. Если прямо говорить, 1000 с небольшим километров, да, расстояние от Дамаска до Сухума. В целом, если говорить об Абхазии, мы говорили о том, чтобы Абхазия могла быть таким звеном во взаимоотношениях Российской Федерации, стран СНГ и Сирии. В чем это заключается? В том, чтобы использовать нашу транспортную инфраструктуру. А Сирийская республика, в силу вышеуказанных причин, она будет вынуждена переориентироваться в экономических, в торговых отношениях уже на российский рынок и на рынки стран СНГ, безусловно, потому что там вокруг все для них будет закрыто в ближайшие десятилетия. Они это хорошо понимают. Поэтому мы изучали эту возможность. Изучали, кстати, возможность присутствия наших финансовых институтов, там, банков. Это тоже очень интересное направление, потому что российские банки не могут там присутствовать в силу ограничений, которые имеют место быть. А у нас таких ограничений нет. Наши компании могут быть посредниками в торговых отношениях между компаниями российскими и иными компаниями, которые боятся попасть под санкции, торгуя с этой. То есть там очень интересный спектр направлений, если говорить о таком более широком. Если более предметно, о поставках товаров говорили, есть товары, которые интересуют, в том числе и вино, кстати. И у них есть товары, которые интересны для нас. Поэтому это очень интересная, плодотворная поездка, мне кажется. Спасибо большое. Дорогие коллеги, если вы позволите, у нас тоже регламент определенный, если вы позволите, мы завершим на этом нашу пресс-конференцию. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги. Абриалы Харукшу Бихабяха пресс-конференция Табубха Шахвет Зиге. Хотели хобшчам, я его хайкшураконза Абзерас.